Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о главном. Башкортостан вновь среди лучших. Это гордость за нашу республику, за, конечно, огромные слова благодарности нашим всем инвесторам, предпринимателям. По итогам Петербургского международного экономического форума республика удержала 3-е место в рейтинге инвестпривлекательности. Рейтинг – это такой универсальный показатель деятельной работы региона, и он очень устойчивый в Башкортостане. Как не омрачить долгожданный отпуск и где отдохнуть, чтобы вернуться домой без проблем? Они стоили изначально 50 с чем-то тысяч, но при покупке там цена взлетала до 190, даже 187 и 190 тысяч. Чем республика привлекает туристов со всей России? Меня когда спрашивают летом, куда ты едешь, на какое море отдыхать, я говорю, какое море, ребята? Башкортостан, Южный Урал, родина. Журналисты из Башкортостана успешно прошли экстремальные курсы «Бастион». Гораздо, оказывается, по-другому все это ощущается, когда у тебя мешок на голове. Это дезориентация, это непонятно, что происходит. Какие испытания приготовили организаторы для 26-го потока самого сложного тренинга для военкоров? Так, все, давай, добиваем! Около 30 соглашений на 100 миллиардов рублей. Именно столько инвестпроектов и намерений заключили представители делегации Башкортостана во главе с Радием Хабировым на полях Петербургского международного экономического форума. Площадки, где определяют, как будет развиваться наша страна и каким образом будут выстраиваться отношения с зарубежными партнерами. Чем покорила сердца наша республика на площадке ПМФ и какие проекты будут воплощены в реальность в Башкортостане, в материале Даниэля Байкова. Более 20 тысяч участников из 140 стран мира, причем многие из недружественных, приехали на Петербургский международный экономический форум. Огромное число бизнесменов, политиков и госслужащих знакомятся друг с другом, чтобы не только наладить контакты. За 28 лет существования одного из главных экономических событий страны проведено немало встреч и переговоров. Главное – это, конечно же, создание новых рабочих мест, появление и обновление существующих предприятий и приток инвестиций. И такие задачи преследовали участники делегации Башкортостана. Стенд республики ярко выделялся среди всех остальных. 6-метровая фигура медведя с мини-версией Дворца борьбы и небоскреба Межвузовского кампуса не оставляли гостей равнодушными. Особенно если на их фоне выступали музыканты группы Айола с известной песней «Хомай». Высоко оценил научно-технологический потенциал республики вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. Он уверен, будущий кампус и подготовленные там специалисты обеспечат экономический рост не только региона, но и всей страны. В Башкирии создано огромное количество предприятий, которые нуждаются в специалистах, в технологиях. И также крайне важно, что такие проекты, как «Берлога», и видите, даже символ берлоги в центре кампуса, они делают раннюю профориентацию детей, начиная с детского сада, высшей школы и дальше производства. Это самое главное, то, что нужно молодому специалисту, это уверенность в завтрашнем дне, это признание необходимости его труда, но и создание уникальных условий, которые в Башкортостане является, наверное, образцом для всей страны. Как и в прошлом году, Башкортостан вновь закрепил пальму первенства в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Республика поделила 3-е место с Московской областью. Эксперты Агентства стратегических инициатив анализировали условия ведения бизнеса в субъектах Российской Федерации, а также направления – недвижимость, инженерные сети и коммуникации, защита бизнеса, меры поддержки, экспорт, инфраструктура, кадровый потенциал и уровень конкуренции.
Ну, какие чувства? Я думаю, что это очень неплохо. Это гордость за нашу республику, за, конечно, огромные слова благодарности нашим всем инвесторам, предпринимателям, потому что в очень сложный период развития нашей страны, в очень сложный период, на самом деле, тем не менее, люди идут, вкладывают деньги. Наша задача двигаться дальше. И, что важно, для нас ведь не сам рейтинг даже важен. Рейтинг – это хорошо. Он отразился в состоянии, нам важен результат. Такой высокий результат – заслуга региональной управленческой команды по взаимодействию с бизнес-сообществом, считают эксперты. Башкортостану удалось сохранить 3-е место за счет постоянной работы над улучшением показателей. Так что это работа команды, работа бизнеса, но в данном случае, конечно, оценивали команду, которая у руководителя республики сложилась. Я думаю, что это очень высокая оценка и достойная того, что делает Башкортостан. Деловая активность на форуме была насыщенной. За 7 миллиардов рублей в Ишимбае построят маслоэкстракционный завод. Продукцию будут поставлять в Китай и другие регионы. С гендиректором Росагролизинга Павлом Косовым Ради Хабиров договорился о создании в регионе сети машинотехнологических станций. Стороны также обсудили планы по созданию учебного класса компании в аграрном университете, чтобы обучать студентов лизинговой работе. Кирия у нас всегда в топ-5 по объему наших инвестиций в регион. Я сейчас цифры прям из головы не воспроизведу. Республика укрепляет сотрудничество в сфере развития беспилотной авиации, подготовки специалистов и автоматизации процессов вылета дронов на задания. Такое соглашение было достигнуто с генеральным директором государственной транспортной лизинговой компании Евгением Дитрихом. А вот поддерживать и продвигать уникальную продукцию, произведенную в Башкортостане, станет намного проще, благодаря соглашению с Минэкономразвития России и Роспатентом. В 2023 году мы как раз выдавали свидетельство «Башкирская лошадь». Уверен, что еще много подобного рода национальной гордости, да, те объекты, которые создают национальную гордость для республики, будут зарегистрированы как объект интеллектуальных прав, сформирует гордость страны в целом и будет активно продвигаться на зарубежные рынки. Главы Башкортостана и Дагестана также укрепили межрегиональные связи. Новые перспективы открываются в отношениях с Томской и Ульяновской областями, также с давним дружественным субъектом Донецкой Народной Республикой. Мы сейчас переходим уже и в стадию экономического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества. Это, конечно же, возможность, которая открывается подписанным соглашением для сотрудничества нашим компаниям и в целом взаимодействию бизнес-сообществом. То есть это абсолютно нормальный и логически продолжающийся следующий этап. Глава Башкортостана заключил соглашение о сотрудничестве с председателем Сбербанка России Германом Грефом по применению элементов искусственного интеллекта в госуправлении. Руководитель региона встретился с главой республики Алтай Андреем Турчаком. Стороны намерены расширять взаимодействие. К слову, между Уфой и Горно-Алтайском налажено авиасообщение. Предприятия партнеров входят в промышленный кластер ПФО. Мы являемся шефом Республики Алтай в плане развития промышленности. Ну и вы знаете, что мы очень намерены с ними сотрудничать в плане туризма прежде всего. Башкортостан также вошел в тройку регионов-лидеров по уровню развития рынка газомоторного топлива. По количеству открытых заправок голубого топлива республика заняла 1-е место в России. Их сейчас более 60. Это как раз изменение федерально-нормативного документа, где госзакупки техники для муниципальных и государственных нужд приоритет будет на экологическое топливо. Самое экологически безопасное топливо – это как раз метан. Работа как раз идет на личном контроле у Ради Фаридовича. Есть дорожная карта по всем муниципальным образованиям. На этот год у нас запланирован ввод еще 7 новых объектов АГНКС. Как отмечают эксперты, несмотря на санкционное давление западных стран и переориентации России на сотрудничество с государствами БРИКС, именно опорные регионы России укрепляют экономические связи не только внутри страны, но и с внешним миром. И этот форум, очевидно, показывает, что мы открыты для мира. Мы не скрываемся, мы не прячемся, мы открыты. Мы готовы принимать и технологии, и методики, но готовы также щедро ими делиться. Компании из Башкортостана ждут в разных частях мира. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с Башкортостаном. В ноябре 2024 года я посетил республику и был очень рад, что мой визит состоялся. Я вижу очень много общих тем, которые касаются кухни, культуры, прочих социальных, политических и экономических вопросов.
Динамично развиваются отношения и у Башкортостана с Беларусью. Мы зашли в Башкортостан с производствами. Мы организовали там производство троллейбусов, мы организовали там производство зерносушильных комплексов. Вот. И это сотрудничество достаточно динамично развивается. Новым драйвером стали креативные индустрии. Президент России поручил регионам и федеральному правительству активнее развивать все, что связано с наукой, культурой, искусством и творчеством, чтобы все жители страны могли не только увеличивать свои доходы и строить карьеру, но и получать новые компетенции, в том числе в зрелом возрасте. Даниль Байков, Азат Ишбулатов. Итоги недели. Санкт-Петербург. Башкортостан занял 3-е место в пилотном рейтинге дронификации российских субъектов, которые представили на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом написал Ради Хабиров в своих социальных сетях. И в тройке лидеров нового рейтинга республика оказалась не случайно. Регион смог быстро развернуть массовое производство востребованных на фронте FPV-дронов и создать комплексную экосистему беспилотной авиации. В свою очередь, это демонстрирует жизнеспособность моделей импортозамещения и укрепляет позиции России как центра суверенного технологического развития, говорят эксперты. Это ответ на санкции и важный элемент новой многополярной геополитической реальности. Что немаловажно, операторы боевых дронов сами принимают непосредственное участие в производстве башкирских птичек, на которых они работают в зоне СВО, говорят специалисты. В наших именных подразделениях, в первую очередь, это полк Башкортостан, батальоны имени Шаймуратова и Доставалова, созданы отряды, подразделения беспилотных летательных аппаратов, которые тесно взаимодействуют с предприятиями, нашими республиканскими предприятиями, которые занимаются производством наших дронов, работают вместе сообща, обмениваются опытом, и опыт очень положительный. Наши ребята на фронте очень сильно хвалят наши башкирские дроны. Позиция Башкортостана в рейтинге дронификации – это индикатор зрелости региона как центра инноваций, говорят эксперты. Рейтинг оценивает не только производство, но и готовность инфраструктуры и сценариев применения. Развивая FPV-дроны для СВО, республика одновременно нарабатывает бесценный опыт, стандарты качества и безопасности, которые станут основой для гражданских решений в агротехнике, мониторинге инфраструктуры, геодезии, доставки. Умение решать сложные военные задачи, лучшая проверка технологий для последующего выхода на крупные гражданские рынки. И Башкортостан активно формирует этот задел. 3-е место нашей республики Башкортостан во всероссийском рейтинге дронификации – это закономерный результат единства фронта и тыла. Массовое производство тех самых беспилотных летательных аппаратов, дронов, которые сегодня спасают жизнь наших бойцов в зоне специальной военной операции, уничтожают технику противника, укрепляют оборону. Это прямая помощь нашим воинам. Развитие инфраструктуры, подготовки операторов – это вклад в будущее, в новое поколение защитников Отечества, которых мы воспитываем на примере героев прошлого и настоящего. 3-е место Башкортостана объясняется комплексным подходом и повышенным вниманием региональной власти к этому вопросу. Так, например, в республике, одном из первых субъектов Российской Федерации, была разработана и утверждена методика возделывания основных сельхозхозяйственных культур с использованием беспилотников. В ведущих вузах региона, я имею в виду Уфимский нефтяной университет и Университет науки и технологий, научились не только собирать дроны, но и готовить специалистов по пилотированию беспилотников. К этому добавим развитую технологическую инфраструктуру региона с межвузовским кампусом и целым госкомитетом по научно-технологическому развитию. Этого бы не произошло без должного внимания со стороны руководителя региона Ради Фаритовича Хабирова. Поэтому этот рейтинг в том числе сигнализирует о высокой управленческой зрелости команды республики. В Башкортостане почтили память павших в годы Великой Отечественной войны. 22 июня в 4 утра фашистские войска напали на Советский Союз. Началась страшная и кровопролитная война. Память погибших, а их 27 миллионов человек, почтили акцией «Свеча памяти».
Ежегодно в ночь с 21 на 22 июня по всей России зажигаются тысячи огней. К мероприятию присоединились города и районы республики. Все меньше становится тех, кто помнит, как начиналась трагедия длиною в 1418 дней и ночей. Но даже спустя 84 года они отчетливо помнят то 22 июня. Тему продолжит моя коллега Анастасия Чебаева. Мама в таком состоянии, в тяжелом состоянии таком. Я спрашиваю, в чем дело. Мама мне говорит, что началась война. Он помнит, как ребенком еще до конца не осознавал, что произошло, но по испуганным лицам родителей и прибежавших соседей понял, случилось страшное. Тогда и в кошмарных снах они не могли представить, что война продлится почти 4 года и унесет жизни 27 миллионов советских граждан, а многим детям, как и Марату Муллогалямову, придется взвалить на себя непосильный труд. Первое, что было сказано, это о добровольцах. И мой папа первый записался добровольцем. У нас, по сути дела, у меня уже детство закончилось на этом. Отца он больше не увидит. Старший лейтенант Сабит Муллогалямов погибнет на фронте зимой 43-го года в Украине. Точное место так и не найдено. Сам Марат Муллогалямов будет заготавливать лес, сено, помогать маме, поднимать на ноги сестренку, которой к началу войны едва исполнился год. В Парке Победы у Вечного огня почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники церемонии возложили цветы к мемориалу героям Советского Союза Александру Матросову и Минигали Губайдуллину. Мои два деда, сразу погибли. Они были как раз в рядах вооруженных сил, то есть Красной армии, и они первые, которые приняли удар фашистской Германии, и первые, которые погибли, и тех очень многих, которые не нашли сейчас. То есть они среди тех, которые мы не знаем, где они, в каких местах они погибли, где это сражение было. История, которая показывает, насколько тогда, когда враг напал на нашу родину, насколько он рассчитывал, что возьмет нас, как и другие страны, Польшу, Францию. У нас Великая Отечественная война, Республика Башкортостан дала стране порядка 300 героев Советского Союза, 47 полных кавалеров, более 200 тысяч наших солдат награждены государственными наградами. А какой вклад, кроме этого, тыл оказывал помощь этой победе, наверное, просто неоценимо. Трудно представить, как многие их ровесники тогда наравне со взрослыми встали на защиту страны. Приписывали себе лишние года, лишь бы попасть на фронт. Они в самом деле рано повзрослели. В Иглинском районе минутой молчания почтили тех, чьи жизни оборвала война, самая кровопролитная в истории человечества. Кровавыми следами вписаны имена тех людей, которые стали жертвами фашистской Германии. И мы верим, что пока наше будущее поколение будет помнить об этом, над миром больше никогда такой угрозы не возникнет. Вернутся полки из похода. А в Бирске местные жители отстояли вахту памяти. С 6 часов вечера до 4 утра караул стоял у памятника павшим воинам-землякам в окружении бирян, что пришли в день скорби и памяти отдать дань уважения героям. Нескончаемый поток людей со свечами шел как подтверждение словам на мемориале. Никто не забыт, ничто не забыто. Героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. А на Советской площади сотни огней образовали картину «Памятник Родина-Мать». Каждый огонек как память о тех, кто не пережил кровавые годы войны, о тех, кто погиб на полях сражений, о тех, кто был замучен в концлагерях, уничтожен на оккупированных территориях, умер в плену или от голода. Из 27 миллионов погибших больше половины – это мирные жители. И точно так же, как под проливным дождем, в эту ночь не затухали огни в лампадах, свет памяти не потухнет под покровом лет. Анастасия Чебаева, Анас Валиуллин, Виктор Миренков. Итоги недели. На этой неделе стартовала приемная кампания в российские вузы, техникумы и колледжи. Принимать документы учебные заведения начали с 20 июня. Для абитуриентов доступны несколько вариантов. Традиционно это можно сделать лично приемной комиссии, также с помощью онлайн-сервисов. 11 человек написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. 81 балл и выше получили 1859 учащихся. Для вчерашних школьников одна горячая пора сменяет другую. Какие новшества их ждут в этом году, расскажет Динара Таймасханова.
Переживать о поступлении Дамиру Загидуллину придется не сильно. Он стал мультистобальником. Максимальный результат выпускник получил по русскому языку и биологии. 99 баллов набрал по химии. Сдача экзамена по химии на 99 баллов и биологии с русским на 100 оказались для меня неожиданными. Я был готов на 90+, но 100 меня приятно порадовали. Я мечтаю поступить на факультет лечебного дела в медицинский университет. Над специальностью и областью медицины пока думаю. К слову, в БГМО в этом году стало больше бюджетных мест. Самыми востребованными направлениями в ВУЗе остаются стоматология, педиатрия, лечебное дело. Кроме того, абитуриенты могут подать документы на немедицинские специальности – биофизику и биохимию, наноинженерию. Наш университет входит в десятку лучших медицинских университетов России. И имеет хороший рейтинг в международном даже плане. Есть все условия для обучения, очень много клиник, баз для обучения, для практики и хорошие условия для обучения. Учебные заведения в конкурентной борьбе за студентов стараются вносить новшества. В Евразийской политехнической школе УГНТУ обучающиеся получают сразу 2 специальности. Дополнительно прикладную информатику. Нравится учиться в Евразийской политехнической школе. Выбрала я ее, потому что это новый факультет, новое направление, достаточно перспективное, по моему мнению. А также у меня в конце обучения будет в дипломе 2 специальности прописаны. Я подумала, что в дальнейшем будущем мне это очень пригодится. В школе ведется подготовка по 3 ключевым направлениям УГНТУ – нефтегазовому делу, химической технологии и строительству. Вторая специальность связана с изучением программирования и робототехники. Интеграция этих отраслей сейчас особенно востребована. Сейчас цифровизация, в общем-то, проникла во все отрасли, и, соответственно, в связи с этим появился запрос на выпускников уже нового поколения, которые обладают этими сквозными компетенциями в области программирования, робототехники. И, соответственно, поэтому мы ввели эту дополнительную квалификацию. В Уфимском университете науки и технологий более 5500 бюджетных мест по бакалавриату, магистратуре и специалитету. Факультет башкирской филологии, востоковедения и журналистики предлагает студентам новые направления. Они связаны с международной деятельностью. Обучающиеся смогут бесплатно пройти стажировку за границей. В этом году в Китай, к примеру, поедут 58 студентов. Направляем наших студентов не только на изучение языков, но и на международные отношения. Потому что мы таким путем убиваем, как говорится, 2 зайцев. Наши студенты изучают 6 восточных языков, плюс еще английский язык, башкирский, русский. И получается, что они готовые специалисты по международным отношениям. А в аграрном среди новых направлений биотехнология. ВУЗ оказывает меры поддержки высокобальникам в виде ежемесячной стипендии в размере от 11 до 16,5 тысяч рублей. Указом главы республики выпускники, сдавшие ЕГЭ на максимальный результат и поступившие в местные вузы, получают 150 тысяч рублей. У нас традиционно ежегодно самыми такими популярными направлениями являются это теплоэнергетика, теплотехника, геодезия, дистанционное зондирование. Активно женский пол интересуется, ветеринарией интересуется, технология продукции, организация общественного питания, землеустройство и кадастры. По словам главы Миноборнауки России, большинство бюджетных мест выделено на специальности, способствующие технологическому лидерству страны. Из них почти 43% направления связаны с инженерией и современными технологиями. К слову, чтобы подать документы в любой вуз на территории страны, не обязательно выходить даже из дома. Сделать это можно через госуслуги. Вся нужная информация там найдется, оттуда же можно попасть на сайт вуза. Можно посмотреть о наличии бюджетных мест, мест на платной основе, количество мест целевого обучения. И вместе с тем сразу же в госуслугах имеется возможность провалиться, а какие эти целевые места, с какими предприятиями эти целевые места можно получить. Конечно, доступен будет для студентов и традиционный способ подачи через приемную комиссию. Также данные о себе можно направить почтой или воспользоваться онлайн-сервисом вуза. Напомним, документы можно подать в 5 высших учебных заведений на 5 специальностей в каждом. Динара Таймасханова, Артур Хуснудинов, Шамиль Каримов. Итоги недели.
На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном сотни туристов из Уфы несколько дней не могли вернуться домой. Ситуация в аэропортах Египта и Дубая накалялись. Ночлег и питание отдыхающим предоставляли, но только тем, кто вылетал на отдых организованно через туроператора. Наш корреспондент Алия Ильтубаева смогла пообщаться с одной из вернувшихся туристок. Как обезопасить себя и какую альтернативу для отдыха предлагают эксперты в следующем сюжете. Растерянные туристы с детьми и вещами в руках, переполненный людьми аэропорт Дубая. Последствия событий 13 июня. Из-за волнений на Ближнем Востоке небо закрыли, а авиакомпании начали массово отменять рейсы. Уфимка Альфия Нуриева своим ходом отправилась отдохнуть на пару дней. Купила билеты и забронировала отель. Тем вечером она уже паковала вещи обратно, но не тут-то было. Вообще была в торговом центре, я получила смс-ку, после которой я просто села под манекен от страха, потому что рейс был отменен. Вот. И я начала проверять, что случилось. Может быть, ошибка, может быть, нас пересадят, еще что-то. Вот. И потом увидела оповещение где-то в чатах, в Телеграм, что там началась война. Вот. И начала судорожно искать билеты. Они стоили изначально 50 с чем-то тысяч, но при покупке там цена взлетала до 190, даже 187 и 190 тысяч. Прямиком домой не добраться, рейсов нет, а лететь в обход многочасовые пересадки. Авиакомпания предложила ей поменять дату полета или вернуть билет. Расходы на новый, конечно, не покрыл, зато с пятой попытки, признается Альфия, она смогла вернуться домой. Долетела сначала до Анталии, потом оттуда до Уфы. Я в Анталии снимала, когда меня там уже начало тошнить, и я думала, упаду от усталости. Там очень длинная пересадка, там люди бежали с криком к стойке регистрации толпой. Ситуация накалилась и в аэропорту Шарм-эль-Шейха. По последней информации, уфимцы больше 10 часов не могли вернуться обратно. Им не предоставили питание и не возвращали багаж. Привлекали внимание как могли. Как говорят эксперты, отправляться на отдых лучше, обезопасив себя, лететь организованно и через турфирмы. Столкнувшись с проблемами, будет к кому обратиться. А еще выше вероятность своевременно получить компенсацию. У нас есть электронное обращение, есть форма для заполнения. То есть у всех авиаперевозчиков есть официальные сайты, на которых есть определенные формы заполнения для того, чтобы компенсировать какие-то расходы, либо возместить стоимость авиабилетов, поэтому лучше обращаться в данном случае к юристам, которые грамотно дадут консультацию. В последнее время, по статистике турагентств, отдых за границей остается все так же популярен. Но из-за нестабильной ситуации для познания мира рекомендуют рассмотреть и другие варианты. Многие привыкли, конечно, за последние годы летать в Египет, там, в Эмираты, потому что там доступные цены были. Более интересные и более безопасные направления, в том числе в Узбекистан, дружественный, Казахстан, Кыргызстан, потому что там есть и санатории, и экскурсионный отдых, и гастрономия. Как местные жители, так и путешественники смогут найти все и в нашей республике. От горных вершин и пещер до озер и лесов. От активного отдыха до оздоровительного. Башкортостан выбирают и именитые работники телевидения. Вы посмотрите, какая красота. Это не Швейцария, Южный Урал. Меня когда спрашивают летом, куда ты едешь, на какое море отдыхать, я говорю, какое море, ребята? Башкортостан, Южный Урал, родина. Каждое лето здесь провожу, еще столько мест. Я люблю хайкинг и каждый год стараюсь посещать горы. В этот раз я выбрал компанию из братьев и решил показать им гору Большой Еремель. Также, кроме этой вершины, мы сходили на хребет Жеребчик, который располагается рядом с горой Еремель, и сходили на гору Седло. Потрясающие виды, я всем рекомендую. А вообще у нас в республике очень много мест для посещения, для приятного провождения времени. Аслыкуль, или как называют его местные, Башкирское море, Кындрыкуль, Зелим, Красный Ключ, места с историческим прошлым, Салауат-Ере, Шульганташ, Мавзолей Турахана, геопарки Таратау и Янгантау перечислять можно бесконечно. Туристический поток по республике Башкортостан по итогам 2024 года достиг 2 257 000 единиц, что на 4,8 выше показателей 2023 года. Наша задача на летний период
развивать данную динамику. Для развития туризма в республике делается многое. Один из популярных проектов – «Башкирское долголетие». Только по итогам прошлого года в нем поучаствовали свыше 20 тысяч людей старшего поколения. Как показывает практика, планируя отдых, стоит учитывать все возможные риски, выбирать проверенные места и, конечно, не забывать о возможностях, которые предлагает родной регион. Алия Эльтубаева, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Увернуться от гранаты и успеть оказать первую медицинскую помощь себе и товарищу. Журналисты из Башкортостана стали участниками 26-го курса экстремальной подготовки «Бастион», организованный Союзом журналистов Москвы и Минцифры России. Учебно-практические занятия проводились на базе Казанского высшего танкового командного училища и собрали более 40 корреспондентов из различных российских изданий и телеканалов, в том числе из Донецка, Запорожья, Херсона и приграничных регионов. С какими трудностями пришлось столкнуться коллегам, расскажет Азат Садреев, который увидел все своими глазами. Группу российских журналистов берут в плен террористы. Они хоть и условные, но с гражданскими не церемонятся. Выбрасывают прямо из автобуса на землю, надев на голову мешки и связав руки, уводят в лес. Уже в зеленке, не церемонясь, устраивают для запыхавшихся корреспондентов допрос с пристрастием. Те, кто попытается сейчас сыграть героя, останется в этом поле. И никто даже не узнает о том, где вы остались. От постоянных выстрелов и взрывов в ушах звенит настолько, что порой команды террористов не слышны. За неисполнение тут же следует удар прикладом в спину. Задача людей с автоматами – психологически раздавить журналистов и заставить перейти на их сторону. Говори. В таких условиях могут оказаться журналисты, работающие в зоне проведения специальной военной операции. После окончания тренировки эмоции от перенесенного стресса переполняют. Давайте ваши впечатления. Да ну вас. Гораздо, оказывается, по-другому все это ощущается, когда у тебя мешок на голове. Это дезориентация, это непонятно, что происходит. У меня до сих пор звенит в ушах, если честно. Потому что где-то очень сильно близко, особенно вот правая, очень-очень близко стреляли, вот тут вот прямо. Честно, это было прям круто, и ты полностью вживаешься в эту обстановку, и ты понимаешь в будущем, стоит ли тебе вообще туда ехать. Несмотря на Женевские конвенции, российские журналисты давно стали приоритетной целью в зоне СВО, говорят инструкторы и спикеры курсов. Неудобная правда врагам не нужна. Заметив прессу, на них не жалеют ни снарядов, ни ударных дронов. Бойцы отряда Росгвардии, принимающие участие в спецоперации, наглядно продемонстрировали типы беспилотников, в том числе на оптоволокне, и дали советы, что делать, если вас заметят оператор такой птички. Для меня самым интересным показался блок, учебный корпус, там, где нам показывали работу беспилотных летательных аппаратов. То есть там было 6 или 7 модификаций, это и на дроны на оптоволокне, и мавики различные. То есть посмотреть, как они передвигаются в небе, насколько тяжело от них защищаться, на мой взгляд, это очень важно. Все, закален, тяните. Оп, да? Вот она биомеханика, он на боку уже, понятно, да? При грамотном подходе даже хрупкая девушка сможет перевернуть раненого человека гораздо тяжелее ее самой. Тактической медицине организаторы уделили максимальное время, привлекая к занятиям профессиональных военных хирургов. Обучение могло идти нон-стопом в течение всего дня. При этом каждый из нас должен был постоянно иметь при себе военную аптечку. Инструкторы не жалели шумовых гранат, взрывая их под ногами курсантов в самый неожиданный момент. Даже перед входом в столовую. Давалось 10 секунд, чтобы оказать себе первую помощь, наложить турникет на руку или жгут на ногу. Иногда приходилось эвакуировать условных раненых. Не вперед ногами только, несите. Навыки тактической медицины могут пригодиться не только в зоне боевых действий, но и в мирной жизни. К этому и готовит «Бастион». Журналисты освещают различные чрезвычайные ситуации. Землетрясения, обрушения, пожары, поиски пропавших людей. Бесценным опытом поделились сотрудники МЧС. Нас научили выживать в лесу, показали самые безопасные места в помещении при атаке дронов, объяснили алгоритм эвакуации раненого из-под завала. Так, сейчас как ее развернуть надо, чтобы головой вперед вытащить.
И сразу же перемещаемся на полигон училища. Времени на передышку нет от слова совсем. За 10 дней предстояло узнать многое, в том числе и предел своих возможностей. Здесь журналистов бросали под танки. Выводили на минные поля, чтобы мы имели представление о том, как обнаружить замаскированную взрывчатку. Для журналистов приграничных регионов это было особенно полезно. В первую очередь запомнились наши саперы, которые не только рассказали про все виды мин, которые существуют и которые сейчас используются активно, но и рассказали, как они именно их применяют в свои приспособления. Новая задача – собрать материал в только что освобожденном населенном пункте. Уже пережив захват заложников, журналисты не ожидали подвоха и, слушаясь инструкторов, перемещались по территории. Такого продолжения никто не ожидал. Приходится вас на бастионе погружать в соответствующее состояние, с тем, чтобы вы попытались прожить и запомнить. То есть запоминается то, что трудно проживается. Вот это вот будет вы запомните, и это будет работать потом. Забыть такое действительно невозможно. Журналистов вновь берут в плен, но действуют уже гораздо жестче. Чё, добегались? Выстрелы и взрывы. Дышать с мешком на голове в 30-градусную жару тяжело. Руки не только связали скотчем, но и вложили в ладони гранату. С теми, кто попытался оказать сопротивление, не церемонились. Так, все, давай, добиваем! Добиваем! Сильно как-то морально старались подготовиться, но все-таки у многих, и у меня тоже не особо получилось, потому что это было совсем не то, что мы ожидали. Разбирать ошибки помогали федеральные военкоры Евгений Ленин, Лина Коросок, Дмитрий Кулько, Александр Сладков. Благодаря их поддержке каждый из участников дошел до конца и получил сертификаты об успешном прохождении курсов экстремальной журналистики «Бастион». На этих курсах мы учим журналистов двум важным проблемам. Как сберечь собственную жизнь, когда они работают в экстремальных ситуациях. Это наводнения, пожары, землетрясения, ну и, конечно, военная ситуация. И как не мешать военным выполнять их обязанности, чтобы мы, журналисты, не были помехой. Я обрела навыки по тактической медицине. Я научилась намного лучше, чем это было раньше, обрабатывать ранения. Поэтому, когда я отправлюсь в следующий раз в зону СВО, я думаю, мне это, на самом деле, надеюсь, что мне это не пригодится, но если что вдруг, то курсы «Бастион» мне помогут. «Бастион 2025! Ура!» Азат Садреев. Итоги недели. 15 детей с серьезными повреждениями поступили в отделение травматологии Республиканской детской клинической больницы за первые 3 недели лета. Ежегодно с началом самых долгих каникул количество происшествий с участием школьников возрастает. Тут и ушибы во время игр на детских площадках, и травмы, полученные от падений с велосипедов, а еще страшнее с мотоциклов или другой мототехники. Ситуации разные, и не всегда виноваты в них родители, идущие на поводу у своих чад. Тему продолжит Руслан Патаргареев. Зубки покажи мне. Ранка у нее хорошо зажила, чтобы сняли. Ребенок выздоравливает, динамика положительная. Следов от удара металлическим элементом качели на лице практически не осталось. Все, что было возможно, хирурги сделали. Травма была серьезная. Ребенка оперировали, сделана хирургическая обработка раны, была травма зубов, проведена иммобилизация зубов, которые были повреждены. Губу зашили, а поврежденные зубы, среди которых один коренной, зафиксировали специальными шинами. Приживется ли постоянный зуб, будет известно примерно через месяц, говорят врачи. В отделение же челюстно-лицевой хирургии 8-летняя Адель Минибаева попала после игры на детской площадке в саду имени Аксакова. Супруга, получается, находилась на прогулке в саде Аксакова с детьми, со старшей дочкой и с младшей дочерью. Дети в этот момент катались на качелях, и в этот момент, получается, произошел обрыв
шарниры у качелей. Качели оборудованы дополнительными страховочными цепями, но почему-то в тот злополучный день эта мера безопасности не сработала. Сорвавшееся крепление ударило ребенка прямо в лицо. На этих фото окровавленное лицо пострадавшей, а на видео тот самый железный элемент, который сорвался с основания крепления. Поврежденные качели после происшествия демонтировали. По данному происшествию назначена служебная проверка. На данный момент качели демонтированы. Заказаны более износостойкие крепежные элементы детского оборудования. В скором времени оборудование будет установлено. Это не единственный случай с начала лета, когда ребенок получает травму, катаясь на качелях. Хоть и следят контролирующие органы за безопасностью детских площадок, без происшествий не обходятся. Мониторингом состояния игровых зон во дворах не первый год занимается и в Общественной палате республики. В этом году, в мае месяце, наши коллеги, в том числе и члены Общественной палаты республики, посмотрели 559 площадок. Это очень много, и понятно, что есть определенные проблемы, есть замечания, которые нужно устранять. И вот по нашим данным мы можем говорить о том, что больше 80% наших предложений, рекомендаций, они находят отклик у ответственных за эти площадки. Дети по большей части предоставлены самим себе. Именно поэтому во время летних каникул количество ушибов и травм резко возрастает. Один раз нормально было, вот второй раз следующий сразу прыгнул. Ни к чему хорошему игры на воде не привели. Второй нырок на мелководье для юношей оказался печальным. Перелом шейных позвонков. Такие случаи, говорят врачи, не редкость, но в последнее время еще больше стало травм, полученных при падениях детей с мототехники. К сожалению, очень часто стала сейчас травма, которую получают при ДТП. То есть родители покупают мопеды, скутеры, квадроциклы. Дети катаются без шлемов, без защитных устройств, где хотят, как хотят. Выезжают на проезжую часть, сталкиваются с другими автомобилями, друг с другом сталкиваются и получают очень серьезные травмы. Ответственность за безопасность детей в первую очередь несет родитель, тем более если сам купил потенциально опасную технику несовершеннолетнему сыну или дочери. Но бывает ситуация, когда от родителей не зависит безопасность ребенка, как в случае с Аделией Минибаевой. На этой неделе ее выписали из больницы. Девочке предстоит долгая реабилитация под наблюдением стоматолога. Руслан Таргареев, Артур Хуснуддинов, Рустам Галямов и Руслан Галямов. Итоги недели. В Абзелиловском районе прошла операция «Мототехника». Профилактическое мероприятие провели инспекторы Гостехнадзора и сотрудники полиции. Специалисты пообщались с владельцами квадроциклов, напомнили о нормативных требованиях безопасности при эксплуатации самоходных машин. Подробности далее. Абзелиловский район славится туристической сферой. Особенно там популярен экстремальный отдых, катание на квадроциклах. Но водители самоходных машин часто нарушают правила. Поэтому сотрудники Гостехнадзора провели рейд совместно с ГАИ. Частое нарушение водителей – езда по трассе. Вот есть такие квадроциклы, которые не регистрируют, потому что они, производитель выпускает как спорт-инвентарь, они не предназначены для езды по дорогам общего пользования. В случае же, если они выезжают на дороги общего пользования, то, соответственно, у них должно быть обязательно водительское удостоверение, страховка ОСАГО должно быть, и они становятся полноценными участниками дорожного движения. Для управления квадроциклом водитель должен обладать удостоверением категории А1 или А2. В случае, если они не имеются, мототехнику направляют на штрафстоянку. Последние 2 недели проводилось совместные профилактические мероприятия, за период которых было составлено более 15 административных материалов за указанные правонарушения в области эксплуатации самоходной техники. В случае, если у гражданина в момент проверки, а именно лица, которые эксплуатировали самоходную технику, отсутствовали соответствующие документы, а именно удостоверение, подтверждающее право на управление, сотрудниками госавтоинспекции составляется административный материал. В дальнейшем данная техника отправляется на специализированную стоянку. Сотрудники Гостехнадзора отмечают, больше всего правила нарушают частные водители квадроциклов, приезжающие на выходные в курортный центр Банное. Но многие знают, что на дорогах они могут встретить инспекторов, поэтому всегда имеют при себе весь пакет документов. Ездим мы на этом виде транспорта довольно-таки давно, больше 15 лет. С документами у нас полный порядок, весь пакет документов вот имеется. Все как положено, все в рамках закона. Останавливают в последнее время часто, поэтому документы нужны обязательно, без них больше никак.
Раньше можно было, сейчас нельзя. Профилактические мероприятия провели и с арендаторами мототехники. Владельцев точек проверили на наличие всех необходимых документов, инвентаря и дали рекомендации. Если у клиента есть права категории БЦД, то мы по договору аренды разрешаем ездить самим за рулем. Гид едет спереди на отдельной технике по маршруту, клиент едет за инструктором. Мы подписываем договор аренды и после этого проводим инструктаж, одеваем шлема и уже отправляемся в путь. В ходе проверок самоходных машин в Абзелиловском районе нарушений не выявили. Сотрудники Гостехнадзора и дорожной полиции будут проводить такие рейды ежедневно. Специалисты призывают водителей квадроциклов предусматривать все правила, не сажать за руль детей и вовремя оформлять документы на владение техники. Камила Камельянова, Артур Хуснудинов. Итоги недели. Форум врачей со всего мира в Уфе, встреча главы Башкортостана с учителями географии и итоги республиканского конкурса «Кумыса». О тех событиях, без которых информационная картина уходящей недели была бы неполна, расскажет мой коллега Эмиль Басареев. Ради Хабиров встретился с учителями географии из городов и районов Башкортостана. В Чишминском районе в парке «Патриот» прошел республиканский образовательно-предметный слет. Учителя предложили разработать географический минимум для школьников, чтобы дети посещали природные локации в родном городе и районе, а также по всей республике. Ради Хабиров поддержал предложение и поручил Министерству просвещения представить предложение в данном направлении. В Уфе появится российско-итальянский центр в области высокотехнологичной урологии и хирургии. Соглашение о его создании было подписано в ходе международного форума «Неделя онкоурологии». Его участниками стали специалисты со всей России, а также из Европы, Азии и Африки. Главной темой форума стали вопросы фундаментальных и прикладных исследований в области онкоурологии, обсуждение лучших российских и зарубежных практик. Кроме того, хирурги провели сложные операции, в ходе которых делились опытом с коллегами. На неделе в республике простились с 20-кратным чемпионом мира по мотогонкам на льду Николаем Красниковым. Один из самых титулованных спортсменов Башкортостана погиб в лобовом ДТП с грузовиком в Кушнаренковском районе. Он скончался до приезда скорой помощи. Именно Красников побил рекорд башкирского мотогонщика Габдрахмана Кадырова. 8 раз Николай становился лучшим на чемпионате мира в личном зачете. Еще 12 титулов завоевал в составе команды. После окончания карьеры Николай Красников остался работать в республике, возглавив школу имени Гастелло и готовил юных мотогонщиков. В Башкортостане определили лучший кумыс. На конкурс представили 29 видов. За победу боролись кумысоделы из 10 районов республики. Площадкой стал аграрный университет. Комиссия оценивала вкус, цвет и запах. Одним из критериев было соответствие кумыса требованиям госстандарта или нормативного документа, по которому изготовитель производит напиток. В итоге производитель из Баймакского района одержал победу в 2 номинациях – башкирский кумыс натуральный и кумысный продукт. А в категории кумыс из кобыльего молока с добавками первое место у конкурсанта из Абзелиловского района. Народный фронт и волонтеры Маск-сети «Щит Уфа» сплели российский флаг, который планируют передать бойцам в зону СВО. На изготовление триколора размером 1,5 на 3 метра мастерам понадобилось чуть больше часа. Использовали технику, похожую на плетение Маск-сетей. В ближайшее время в составе очередного гуманитарного конвоя Народный фронт отправит флаг землякам, выполняющим боевые задачи, для того, чтобы они его разместили в своем блиндаже. На этом выпуск завершен. Далее смотрите авторскую рубрику нашего коллеги Руслана Шарафуддинова. В своем еженедельном обзоре он расскажет о ключевых новостях в контексте своего личного восприятия. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте. В студии Руслан Шарафуддинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». Неделя была богата на события, главным из которых, безусловно, стал Питерский международный экономический форум. Все серьезные деловые вопросы ценой в миллиард плюс решаются в Москве. Нравится это кому-то или нет. Тем более, если речь идет о нацпроектах, федеральном бюджете или инвестициях. Но в данном случае в Питере. Потому что вся руководящая и решающая Москва во главе с Путиным приехала туда на ПМФ.
Петербургский международный экономический форум, пожалуй, главная сегодня политическая и экономическая конгресс-площадка для России в нынешней геополитической реальности. Здесь представлены не только крупнейшие федеральные экономические игроки, но и регионы, те, которые могут себе это позволить. И даже на этом фоне Башкирия выделялась. Дело не столько в том, что наш стенд был признан одним из самых крутых, кровавая барыня Ксения Собчак не даст соврать, или в том, что за футболками фабрики резидента нашей особой экономической зоны Алга с цитатами Путина выстроилась огромная очередь. Дело в сути. Встречи, переговоры, презентации шли сплошным потоком. Все собеседники Радия Хабирова сплошь статусные политические и экономические персоны первой величины. Было подписано более 30 соглашений на общую сумму почти 100 миллиардов рублей. Причем абсолютное большинство проектов не просто протоколы о намерениях, обещать не значит жениться, а самые что ни на есть конкретные сделки и инвестпроекты с реальным финансовым содержанием. Понятно, что протокольному подписанию любого соглашения в интерьере нашего стенда в Питере предшествовала большая предварительная работа. И это безусловная заслуга всей управленческой команды региона. Просто форум – это время собирать урожай. В некоторых случаях посеянного годы назад. С бухты-барахты на эту гору не заберешься. Должна работать целая система. Смотрю хронику питерского форума, которая потоком льется в федеральных новостях. И практически все основные спикеры – знакомые лица, которые были в Уфе и Башкирии по тем или иным позитивным поводам. Совместные проекты разного калибра, неизменные теплые отношения к нашей республике. Что ни рейтинг, мы занимаем в нем лидирующие позиции. Делим 3-е место с Московской областью в очень престижном рейтинге «Инвестклимата». У нас 3-е место в первом рейтинге дронификации регионов, который представил на этом форуме федеральный Минтранс. В список вошли 47 субъектов. Оценивали уровень вовлеченности в развитие беспилотных авиационных систем. Напомню, что Башкортостан занял 3-е место и в общем рейтинге вовлеченности субъектов в тему поддержки специальной военной операции. По Питерскому форуму четко видно, какое место мы занимаем в табеле о рангах российских субъектов. Наша родная Башкирия однозначно в числе лидеров, топ-регион. Теперь это зафиксировано, запротоколировано, печать, подпись. С самого начала у Радия Хабирова была идея, чтобы Башкирия снова стала крутой, которой можно гордиться. И вот результат. Одно из главных достижений последних лет – то, что удалось внушить самим себе, что нам все по плечу. Если стенд на питерском форуме, то самый крутой. Если дворец борьбы, то чтобы сам легендарный Карелин качал в восхищении своей бритой головой. Если кадровый проект «Герои Башкортостана», то самый лучший в стране среди регионов. Кто хочет добиться чего-то, ищет возможность. Кто не хочет, ищет причины. Теперь мы ищем возможности и находим их. На этой выставке региональных достижений мы важный экспонат. Теперь к теме геологоразведки медного месторождения в Абзелиловском районе. Разномастные провокаторы и манипуляторы, которые пытались качать ее в негативном ключе, мутить воду и головы сельчанам, совсем упустили из виду, что, оказывается, стоять на пути выполнения важнейшей государственной задачи в условиях фактической войны, когда все для фронта, все для победы, это наказуемо. Заигрались, хотя даже пустому барабану понятно, что не надо играть с государством в азартные игры. И пока беглые иноагенты находятся на безопасном расстоянии от родины, к их наиболее активным партнерам здесь нанесли визит федеральные силовики. Судя по отрывкам оперативного видео, люди в масках застали врасплох и активиста широкого профиля без определенного рода деятельности Урала Байбулатова и околокурортного дельца из Магнитогорска Ильдара Хабирова по месту жительства. Честно говоря, для меня странно, что, призывая к протестным акциям, эти деятели всерьез рассчитывали остаться вне зоны внимания правоохранительных органов. И это в условиях серьезного ужесточения уголовных и административных норм. Наверняка теперь у обоих будет возможность глубже изучить уголовный закон. Например, сильно утяжеленную статью 207 прим.2, которая предусматривает ответственность, внимание, за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшей тяжкие последствия. Сегодня это самая применяемая статья в отношении распространителей фейков и паникеров.
И если Урал Байбулатов думал, что погреметь в медный тазик – это такая невинная игра, то зря. Можно ведь и накрыться этим медным тазом и всерьез загреметь. Фамилия, имя, отчество говори. Байбулатов Урал Шагирович. Никакого злорадства между нами я не испытываю. Только сожаление и удивление. Вроде взрослые люди. Ну, надо же головой думать, куда ты ее суешь. Игры давно закончились. Даже их информационные подельники из фабрики фейков Пруфы это поняли, заметно снизив градус своих публикаций по теме Абзелиловского инвестпроекта. А может быть, сказывается занятость их хозяйки, которая по решению суда сейчас активно своим трудом восстанавливает коммунальное хозяйство и здравоохранение Уфы, до основания разрушенные на страницах ее портала. Вообще, если серьезно, уже сегодня можно констатировать, что из баймакской трагедии 2024 года были сделаны правильные и серьезные выводы и управленческой командой Башкирии, и разными крыльями башкирского общества, и самим глубинным народом, и федеральными силовиками. Активный и честный диалог власти и недропользователя с населением, профилактика необдуманных поступков и в конечном итоге здравый смысл взяли вверх. Как ни старались провокаторы раздуть на радость нашим врагам новую горячую точку, у них это не вышло. До свидания. С вами был Руслан Шарафутдинов и рубрика «Между нами». Да, друзья, чуть не забыл. Сегодня мы черпаем в основном новости из интернета, но есть вечные ценности – печатная пресса, от которой по-прежнему веет теплом, типографской краской и малой родины. До конца подписной кампании на наши газеты и журналы остается еще неделя. Я подписываюсь всегда сам на родную Башкирию, газета о Республике Башкортостан, на родную Уфу, газета «Вечерняя Уфа», и на путь октября из Мелеуза, как Кияу Мелеуза. Между нами у октября, как и у самурая, нет цели, а есть только путь. Путь октября. Подпишитесь и вы на любую нашу газету или журнал. Не пожалеете. Вот теперь точно до свидания. Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо.